этом году 10 лет Институту уполномоченного Мисс Гихони, и, соответственно, я не буду начинать эту работу с чистого листа. До меня работали люди, которые не просто решали какие-то проблемы, в общем-то, я думаю, мы должны им быть благодарны и сказать спасибо за то, что за это время не просто произошло становление этого института, а были созданы механизмы достаточно конкретные, которые можно сегодня уже считать традициями. И первое, что для меня очень важно, оценив это, посмотреть, что можно, сохраняя, посмотреть, что можно сделать в развитии. Второе, о чем я хочу сказать, в связи с тем, наверное, какой у меня жизненный опыт сложился, у меня есть сегодня позиция по многим вопросам, но самое главное, наверное, в данном институте, это не себя слушать, а слышать и слушать то, что говорят люди. И те проблемы и беды, которые у них есть, то есть прежде всего это должна быть оперативная реакция на эти проблемы и искать все доступные имеющиеся средства для того, чтобы можно было их решать. Ну и третий очень важный момент, в связи с тем, что, как правило, и в государственную структуру, и в этот институт люди обращаются с непростыми проблемами. Либо в системе, либо сегодня законодательство несовершенно, либо что-то в практике не получается так, как планировалось изначально. Поэтому в данном случае, конечно, очень важно, насколько эта работа будет строиться во взаимодействии. Поэтому мне бы хотелось простроить такую очень предметную и конструктивную работу со всеми, прежде всего, конечно, заинтересованными структурами, не только кто сегодня по должности за это отвечает. Я считаю, что вот такими могут быть правозащитные организации. И выстроив с ним эту работу и обговорив, допустим, решение проблемы, кто на себя какую часть может взять, я думаю, что в данном случае можно быть успешным. Что говорить о содержании проблем, да, вот на сегодняшний день, вот я могу сказать уже обращения, которые поступали ко мне как руководителю общественной организации, в основном эти проблемы связаны с жилищно-коммунальным хозяйством, с платностью услуг как в системе здравоохранения, так и в системе образования. Очень много вопросов связано с нарушением трудовых прав. Но, тем не менее, вот, проведя такие согласительные и консультации, я думаю, что приоритеты, которые будут в этом году и в последующем, они будут, конечно, скорректированы.